Трудоустроенный человек является опорой как для своей семьи, так и страны в целом, уверена Марета Ханиева. Констатируя вышеизложенный факт, жительница сельского поселения Новый Редант делится и своим личным мнением относительно поправок в Конституцию, а именно статьи 75, где россиянам гарантируется оплата труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Также защита прав и достоинства граждан. Сама Марета работает художественным руководителем в местном доме культуры, и такие изменения в основной закон государства ей просто пришлись по душе. Мне кажется, что каждый гражданин Российской Федерации должен проявить свою гражданскую позицию, пойти и сделать свой правильный выбор для будущего нашей страны. И я, как работник государственного учреждения, считаю, что согласно поправкам, минимальный размер оплаты труда не будет меньше величины прожиточного минимума. И мне кажется, что с поправками в Конституции Российской Федерации наша страна обретет благополучие, стабильность и созидание. Как и в любых других уголках нашей страны, здесь, в сельском поселении Новый Редант, отдают свое предпочтение поправкам, связанным с семейными ценностями. А в это входит доверие, забота и уважение к старшему поколению. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики страны. И поэтому статья 67 гарантирует создание условий, способствующих духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию. В отношении оставшихся без попечения несовершеннолетних, согласно вносимым поправкам, обязанности родителей государство берет на себя. Я буду голосовать за поправки в Конституцию, потому что я переживаю за своих детей, за их будущее, потому что для меня очень важна стабильность, те приоритеты, которые в Конституции прописаны. Это детство, это, естественно, образование, также и пенсии, так как я и являюсь уже пенсионером. Мне очень важны эти поправки, чтобы они принесли благосостояние, достойную жизнь. Государство также гарантирует, что никакие экономические кризисы или же другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи гражданам, что немаловажно для людей пенсионного возраста. Я считаю, что каждый человек ответственен и должен принять участие, чтобы внести поправки в Конституцию Российской Федерации. И особенно меня волнует статья, где говорится о пенсионерах. Вот эти изменения, которые будут внесены, пенсионные, я считаю, что их главными и необходимыми. Пенсионеров очень много. Я сама тоже пенсионерка. По ее словам, качественное образование, поддержка и развитие российской науки в целом – это в первую очередь благополучие как самих граждан, так и государства. Буду сегодня голосовать за внесение поправку в Конституцию Российской Федерации. И думаю, что эти поправки повысят благосостояние нашего народа, особенно те поправки, которые касаются образования Российской Федерации. Ожидается, что после принятия поправок Конституции России существенные изменения произойдут практически во всех сферах жизни как самих граждан, так и окружающей среды. Это и сохранение природного богатства, и ответственное отношение к животным, согласно статье 114. Культурная самобытность и наследие народов также охраняется государством. غلغي قمنا حد ويح بتشال حقلا تسقط شمادات صندوقي وي دق حمده حد شلطه حتى اديج ده حزات حقنر وي لور سدوي داخدر خدات وي در لور ديز وي در لور ديش خلچ وي تو конституции وي دوزو لور ديش ماتي خاليس وي قمن موت بوت بولج وي قمن موت لير مخالبيس وي قمن دو مشي ملدول جو параметры что يو جي ان خيتجوس دق حمده سيقي. Активное участие граждан в общероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны – следствие морального и духовно-нравственного созревания общества в целом, уверены опрошенные. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Тамерлан Ужахов, Новости 24.